22 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,78 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,49 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,7819 до 10,80 сомони, 1 евро от 11,4978 до 11,70 сомони и 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1465 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно снижаются. Рынки оценивают перспективы спроса, ожидая сигнала Федеральной резервной системы США поставки. Цена на нефть марки Brent составила $82.84 за баррель, марки ВТИ $76.16 за баррель. Цена на золото в среду утром коррекционно растет после снижения ранее днем и составляет $1844.15 за тройскую унцию. В результате стихийного бедствия в Горно-Бадахшанском автономном округе объектам энергетики области нанесен ущерб на сумму 1,7 миллиона сомони. Об этом сказал заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Сурбон Холмухамадзода на встрече с премьер-министром страны Кахыром Расулзода в ГБАУ в рамках ликвидации последствий стихийного бедствия. Как сообщает пресс-служба Хукумата ГБАУ, Холмухамадзода также добавила, что, несмотря на своевременное устранение последствий аварии и обеспечение жителей региона электроэнергией, повторяющиеся сходы лавин в некоторых районах области приводят к отключению света. Ликвидация последствий стихии аварии на энергосетях продолжается, сказал он. На встрече было озвучено, что Госагентству материальных ресурсов при правительстве республики поручено выделить 10 тонн дизельного топлива для Минтранспорта и 5 тонн дизельного топлива согласно для районов области. Потребительские цены в Таджикистане в январе 2023 года повысились на 0,5%. Об этом сообщает агентство по статистике страны. В частности, продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные товары на 0,9%, а платные услуги населению на 0,1%. Среди продовольственных товаров больше всего дорожали овощи 9,5%, крупа гречневая, рис, молоко. Рост цен на непродовольственные товары обуславливается в первую очередь повышением стоимости бытовых приборов, моющих средств, фармацевтической продукции, одежды, обуви и стройматериалов. Незначительный рост тарифов на платные услуги сложился в основном за счет удорожания ремонта и пошива обуви, налога на недвижимое имущество, услуг дошкольных учреждений. Напомню, что потребительские цены в 2022 году в республике в условиях обострения геополитической ситуации и высокой инфляции в мире выросли всего на 4,2%, что является одним из наиболее низких уровней в новейшей истории Таджикистана. Цена на продовольственные товары в минувшем году повысились на 5,2%, непродовольственные товары на 4%, а платные услуги населению выросли всего на 1,9%. Целевой уровень инфляции в 2023 году остается в пределах 6%, как и за последние несколько лет. Представители таджикской авиакомпании Somon Air посетили завод LED Aircraft Industries в Чехии, где ознакомились с процессом производства самолетов Л-410NG. Как сообщает пресс-центр авиакомпании Somon Air, также были проведены встречи с представителями экспортной компании Czech Export Agency и Export Guarantee and Security Corporation по вопросам финансирования возможного приобретения самолетов. Напомним, что ранее в Душанбе для авиакомпании была проведена презентация самолета Л-410NG. Было отмечено, что самолет сертифицирован Европейским агентством по авиационной безопасности. Л-410NG является последней модификацией самолета семейства Л-410. Таджикских дипломатов за рубежом призвали привлекать инвестиции на развитие Душанбе. На такую тематику прошла виртуальная рабочая встреча заместителя мэра города Душанбе Абдурахмонзода с главами дипломатических миссий и консульских учреждений Таджикистана за рубежом, которая состоялась накануне в Душанбе. Как сообщает Департамент информации МИД Таджикистана, встреча проходила под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Шарафа Ширали Зода.
В ходе встречи стороны обсудили итоги развития экономической, социально-промышленной, туристической и энергетической отраслей города в 2022 году. Также обсуждены достижения, возможности и трудности привлечения иностранных инвестиций для создания совместных предприятий. Участники встречи подчеркнули необходимость дальнейших совместных действий в 2023 году для выполнения поручений правительства Таджикистана и успешной реализации четвертой стратегической цели ускоренной индустриализации страны путем привлечения иностранных инвесторов в Душанбе за годы промышленного развития 2022-2026 годы.